ВДНХ в Москве продолжается выставка «Россия». 5 декабря здесь проходит День Удмуртии. Мы покажем вам, какие мероприятия подготовила республика для гостей. Конечно же, Удмуртия – это всегда очень вкусно. И сегодня бабушки из Бураново показали мастер-класс по приготовлению перепечей. Вот они точно знают все секреты приготовления этого национального блюда. Сейчас в тренде гастрономия. Она у нас очень вкусная, действительно. Можно съездить, перепечь, пользуется большой популярностью. На ВДНХ представлена наша компания. За один день съедается около 1000 перепеч. День Удмуртии обязательно должен быть наш главный сказочник Тол-Бабай. Пожелайте что-нибудь прекрасного Удмуртии. Здравствуйте, друзья мои! Новый год уже не за горами. И важно, чтобы каждый из вас придумал свое самое заветное желание, чтобы оно исполнилось, самую волшебную, самую новогоднюю ночь. А ребятишкам, чтобы подарок их оказался под их новогодней елочкой. С наступающим Новым годом! Сегодня у вас свадьба по настоящим удмуртским традициям. Волнительно? Безусловно, очень волнительно. Почему? Потому что, во-первых, мы представляем нашу родную республику, а во-вторых, это действительно особое событие для меня, как для мужа, для моей супруги, в традиционных таких элементах, особенностях, очень сакрально и очень душевно. Вот я смотрю, вы уже в одеяниях красивом. Вообще сложно все это надеть? Тут же нужно правильный пояс повязать. Все верно. На самом деле каждый элемент одежды вообще, в принципе, у удмурта имеет свое значение. То есть, к примеру, мы с вами берем вот праздничный зипун. Здесь у нас идет, покажу повыше, варшут, родовой знак удмуртов. Сегодня наша коллега Наталья представляет Удмуртию в качестве артиста. Она выступает с группой «Поздукес». Волнительно? Да, конечно, волнительно выступать на таком большом мероприятии. Это большая честь, но мы рады представлять нашу любимую Удмуртию. Так, поделитесь, какие здесь секреты у нас есть удмуртского национального украшения. Удмуртское национальное украшение маниста традиционно изготавливали из монеточек, потому что монетки являются сильным отражателем, то есть оберегом для своей хозяйки. И каждая хозяйка сама делала для себя вот это украшение своими руками. А ведь говорили раньше, что удмуртку слышно издалека по звону ее серебряных монет. Сначала слышно, потом видно.